Добрый день. Мы сегодня хотели поговорить с очень интересным человеком. Ее зовут Альфия. Она из татарской семьи питерской. Ну, как известно, в Питере довольно большая диаспора татар. Ну, к слову сказать, татары после отсоединения Украины второй по численности этнос в России. Вот. И у нее интересная судьба, помимо того, что она православный человек, причем человек, ну, как бы православный неформально, а глубоко по духу, как бы это результат ее внутреннего выбора, серьезного, осознанного, глубокого. Вот. А помимо этого еще она иконописец. Причем иконописец профессиональный и имеющий не просто свой взгляд на русскую иконопись, но и образование и опыт. Вот. И первое, что хотелось бы спросить, это, может быть, ее история. То есть вот она из татарской семьи. Откуда она, да, кто были ее родственники, ну и, собственно, что ее привело в церковь, в православную церковь, какие поиски, какой внутренний поиск, духовный путь. Вот расскажите, пожалуйста. Да, здравствуйте. Путь был такой непростой, конечно, такой очень запутанный, извилистый. Я из татарской семьи, из семьи мусульман, причем и со стороны отца, и со стороны мамы там были люди верующие, соблюдающие предписания исламской, мусульманской веры. Бабушка читала намаз трижды в день, и вторые, там бабушка с дедушкой тоже молились. То есть это были такие верующие люди, хранящие традиции. У нас всегда там приезжали, справлялись все праздники, справлялись эти поминки. То есть то, что называется мяжелис. Да, и мяжелис это праздник, а это хатем это вот поминки. Да, хатем, ага. Да, всегда приходили, много всегда родственников приходило, семьи очень большие были. У моей мамы 5 братьев, выживших, вообще было у бабушки 8 человек детей. Сами они по маминой линии, это деревня Шалдаис под Арзамасом. Оттуда бабушка приехала 11-12 лет, я сейчас точно не помню. Сначала служила в Питер. В Питер, да, приехала, потому что там стало совсем голодно, нас раскулачили, обе семьи были раскулачены. Пережили они этот Поволжский голод дважды, да, первый и второй. Расскажите, может быть, коротко. Раскулачили, они так зажиточно жили, да? Или... Нет, семья считала, по маминой линии семья считалась бедной, потому что не было своей земли никогда. Прадед, он ездил на заработки в Арзамас, в строительную артель, очень много общался с русскими, и мы считались такими, несколько, так сказать, отщепенцами в деревне, потому что слишком часто общались. У нас гости приходили в дом русские, благодаря этому, например, бабушка выжила в голод, потому что у татар не было принято собирать, есть, обрабатывать грибы, а их научили русские, и благодаря этому выжили. В первый голод. Второй, конечно, там был более страшный, такой более тяжелый, потому что уже все отобрали, ничего не было. Отобрали раскулачили. Дом. Раскулачили, да, отобрали несмотря дом. На то, что, да, что в общем, жили не так уж, даже земли, собственно, не было. Да, у нас был большой дом. У прадеда был большой дом. По деревенским меркам, нормальный дом. У старших детей, у старших сыновей были дома свои. Но да, поскольку земли не было, то мы были бедными. То есть бабушка, например, с мамой, прабабушка с моей бабушкой, она ходила к мулле, к жене муллы, и они, вышивали. Это был заработок, то есть делали всякую такую тонкую работу, вышивку, кружево они там делали, то есть такая белошвейки. Золотошвейки даже, наверное. Нет, золотом они шили, а именно кружево с разнообразные вышивки, какие-то тонкое белье. Их приглашали, потому что они были хорошими мастерицами. Это уже... То есть ваше художественное чутье да, видимо, какие-то генетические. Да. У нас все рукодельные были очень, обе семьи, все занимались рукоделием. Бабушка по папиной линии, она тоже и в детстве рисовала, и там и вязала, она всех обвязывала, пока была здорова.
Так что рукодельные Несмотря были все. на исламский запрет на живопись, да? То есть Живопись-то никто не занимался, просто... Рисовали, в смысле, вот орнаменты какие-то, да, орнаменты какие-то, да. Исламская, Да. То есть так вот живопись-то занимал только... Я вот единственная в семье, кто вот пошел по этой стезе. Вот, поэтому... Ну, в общем, бабушки обе приехали в Петербург, будучи еще совсем молоденькими. По папиной линии бабушку просто выдали замуж за человека гораздо старше ее. Она сначала долго плакала, он там очень мудрый был человек, они договорились, в общем, все хорошо было, но он погиб в первые годы, в первые же месяцы войны на Ленинградском фронте. Вот она осталась вдовой, и будучи, в общем, больной очень, она сразу после операции вынуждена была ехать в эвакуацию с двумя детьми, в общем, тоже так хлебнули горе. А вот по маминой линии бабушка и дедушка, они всю блокаду здесь пережили. Мама родилась в 1942 году, голод, блокада. В общем, бабушка много рассказывала. Там, конечно, были такие и страшные вещи. Мало того, что вот этот Поволжский, две волны. Да, еще и блокада. Да, еще и блокада. Мы в блокаду выжили благодаря тому, что дед занимался извозом до войны. Лошадей забрали, а остались 2 ларя с овсом. И сколько-то там еще какой-то, бабушка говорит, то ли 2 ларя, в общем, жмых. И вот жмых там еще и раздавала по соседям бабушка, но благодаря вот этому овсу мы, в общем-то, выжили, потому что бабушка это все там кисели вот какие-то готовила на этой основе, в общем. То есть, конечно, все это было очень тяжело и трудно, но как бы там ни было, вот люди смогли пережить эти самые страшные годы. Вот, была потом кухня вот эта вот детская, конечно, молока не было, вот государство помогало и вот давало молоко, это привезли, я потом узнавала, привезли, там была целая операция, привезли в Ленинград стадо коров в блокаду, и благодаря этим коровам блокадные дети выживали. Смешивали это молоко там с соевым порошком, как-то готовили вот эту молочную смесь, и детей этим кормили. Потому что моя мама была, не единственным ребенком, выжившим в блокаду, родившись в 1942 году. То есть там было некоторое количество детей, и вот благодаря этому молоку дети выжили. Бабушка рассказывала блокаду, принесли ей, как раз это уже было лето, весна, вернее, 1942 года, немного семян капусты и принесли немного картофеля. И бабушка говорила, что я никогда в жизни такого урожая не видела. Меня, в принципе, учили, и молитвам учили как-то, но я не понимала языка. Когда школу закончила, я стала интересоваться, то есть какой-то искать духовный путь. Сначала я читала философов, Маркса с Энгельсом. Потому что у меня мама парторгом была, естественно, начала с того, что ближе. После перестроечного времени, как-то волна. Снялся занавес вообще со всего духовного. Ну и, соответственно, люди вот все стали есть все подряд, все, что им давали. То есть нужна была какая-то основа, благодаря которой можно было бы жить дальше. Вот. Просто ваш духовный путь, духовный поиск, вы говорили, что вы были у старца Николая Гурьянова, у отца Василия Ермакова, начался этот путь именно воцерковления с Дивеева.